В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Ситуация с коронавирусом. Студентов СБФУ отправили на дистанционное обучение. Авиакомпания «Якутия» возвращает купленные билеты, правда, пока всего по двум направлениям. В Якутске сегодня открыли макет памятника спутника ГЛОНАСС. Собачий вопрос. В Ленске горожане просят усыплять агрессивных животных. Стал известен график ограничения грузоподъемности на ледовых переправах в Якутии. И дайджест событий Алданского района в обзорном материале наших коллег. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства утвердил также состав рабочей группы из 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Своим распоряжением Путин также рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлен коронавирус, принять участие в деятельности новой рабочей группы. Функционирование этой структуры возложено на правительство России и Управление президента по обеспечению деятельности Госсовета. Тем временем российское правительство может использовать 300 миллиардов рублей из резерва на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В поддержку пострадавших отраслей экономики будут задействованы отсрочки для налоговых отчислений. В первую очередь это коснется авиаперевозок и туризма. А в дальнейшем, отметил премьер, может быть расширено и на другие пострадавшие отрасли и предприятия. А для малого и среднего бизнеса предполагается расширить программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить средства для субсидирования. Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и за границей. С завтрашнего дня сроком на 1 месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне, соответственно, зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами. И продолжая тему коронавируса, сейчас на прямой связи из Москвы находится наш СОБКОР Максим Кардозу. Максим, приветствую. Какие меры и решения принимают в эти дни в Москве? Ждем от тебя подробностей. Приветствую, Алексей. Наверное, нужно сказать о том, что какой-то паники в Москве нет. Конечно же, дезинфицирующих средств или масок в аптеках не достать. Говорят, что их завозят с утра, но они быстро заканчиваются. И, конечно же, всех взбудоражила новость здесь с утра о том, что сбежала женщина, у которой выявили коронавирус из больницы. Ее, к счастью, быстро нашли. Но вообще за такие поступки предусмотрено наказание. Друзья, вас могут оштрафовать, если вы кого-то заразите, а также могут лишить свободы на 5 лет, если выяснится то, что этот зараженный человек, он в итоге умрет. Так что нужно быть, конечно, осторожными и серьезно относиться ко всему, и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. Вообще всех больных и всех людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют в специализированный центр, который открыли в Коммунарке. Это суперсовременное сооружение, полностью оснащенное всем оборудованием, с помощью которого можно проводить и лечение, и диагностику. Также там рядом в Коммунарке строится еще один быстровозводимый комплекс на 500 боксов, куда тоже будут помещать людей, у которых есть подозрение на коронавирус. И сегодня утром также стало известно, что в Москве откроется лаборатория, где будут проходить исследования биоматериалов, а это значит то, что этот процесс, он будет проходить быстрее, потому что действительно с этим были проблемы, то есть не хватало тех лабораторий, которые бы занимались обработкой данных на коронавирус. И сейчас, конечно, в Москве проводятся различные мероприятия запретительные, то есть массовые какие-то мероприятия не разрешены. Также родителям советуют не отпускать и разрешают не отпускать детей и в детские сады, и в школы. Студентов переводят на онлайн-обучение. Также некоторые работодатели предлагают своим сотрудникам, если это возможно, работать из дома. И давайте послушаем, какие меры принимаются вот в нашем якутском постпредстве здесь, в Москве. По крайней мере, я сегодня видел решение некоторых наших ведомств республиканских об отмене командировок своих сотрудников в Москву. Я думаю, что это правильно. Если это возможно, надо попробовать ограничить, только в необходимых случаях перемещаться. Мы здесь в постпредстве тоже ограничиваем массовые мероприятия, встречи с большим количеством людей. Все входящие в постпредство
сегодня проходит дезинфекцию рук. У нас несколько раз в день проходит дезинфекция помещений, ручек, дверей, перил и так далее. Я, наверное, огорчу тех людей, которые хотят приехать в Москву просто погулять, посмотреть на какие-то достопримечательности, потому что многие массовые мероприятия, они запрещены. Например, вот посмотрите, за моей спиной вот идет демонтаж декораций, которые были запланированы для проведения фестиваля «Крымская весна». Он должен был стартовать вчера, но все грандиознейшие мероприятия планировались, они все отменились. Вообще, мэр Москвы заявил о том, что не разрешает проводить мероприятия, где будет присутствовать больше 5000 человек. И вот некоторые концерты все равно проводились на этих выходных, и организаторы шли на хитрость. Например, они продавали билетов на 4500 рублей или вообще делили концерт на две части. Как делают часто в Якутске, в один день проводили два мероприятия, два концерта. Например, один днем, второй вечером. Но говорят, что и такие ухищрения в скором времени закроются, потому что уже закрываются некоторые музеи. И вообще массовые мероприятия говорят, что лучше их не посещать для своего же блага. Ну, вот как-то вот так, Алексей. Спасибо, Максим. Я напомню, что на прямой связи из Москвы был наш СОПКОР, Максим Кардоза, который рассказал нам о ситуации с коронавирусом в столице России. Но меры предосторожности принимают и в Якутии. Так, студенты вузов республики начинают дистанционное обучение. Такую рекомендацию направило всем высшим учебным заведениям Министерство образования и науки Российской Федерации. Эти и другие вопросы противодействия распространения пандемии в регионе рассмотрели на совещании у главы республики Айсена Николаева. О том, какие мероприятия для профилактики запланированы, рассказывает Ульяна Шагина. Дистанционное обучение пока коснулось только студентов высших учебных заведений. Учащиеся детских садов и школ до изменения ситуации с коронавирусом в республике будут учиться в обычном режиме, но с усилением дезинфекционных мер. Ежедневно здесь у нас проводится влажная уборка в течение два раза в день. Это и между сменами, утром, обязательно уборка вечером. Протираются все дверные ручки. У нас предусмотрено обязательно на уроке, чтобы классные руководители и родители обеспечили влажные антибактериальные салфетки, которые бы дети использовали. Между тем, по рекомендации регионального Роспотребнадзора в школе сегодняшнего дня введен масочный режим. Но ввиду их отсутствия в аптеках, выполнить этот пункт сложная задача. Сложилась такая ситуация в Якутске. Очень сложно найти маски, но тем не менее мы стараемся согласовать эти действия с родителями, и дети по возможности их носят. Для родителей и школьников введение масочного режима обернулось настоящим квестом. Нам рекомендовали взять маски с собой ребенку. Но проблема в том, что по городу нигде нету масок, ни антисептиков. Таблички «масок нет» до сих пор висят практически во всех столичных аптеках. Работники аптек уже и не знают, когда ждать следующего завоза. Уже давно. Ну, люди приходят, спрашивают часто. А что говорят вообще? Пока ничего, скорее всего, не будет, наверное. За неимением масок большинство горожан решили запастись дезинфицирующими средствами. По признанию продавцов профильных магазинов, такого ажиотажа они не ожидали. С утра подошло раза в 3 больше народу, чем обычно. С утра сама. Сегодня с утра было, да? Ну, тут не за коронавирусом, просто обработка антисептиками. Ну, то есть, а вообще у вас хватает средств? Уже маловато. Ажиотаж с хлоркой и другими дезсредствами понятен. Сегодня влажная уборка должна проводиться не только в общественных местах, но и в организациях. К примеру, автобусники начали проводить такую уборку ежедневно. В вечернее время, после рабочего времени, они приезжают, автобусы в гараже своими средствами обрабатывают. То есть после этого автобус должен там около 10-15 минут с открытыми окошками, дверьми поставить, чтобы не было запаха вот этого. Помимо уборки, организациям рекомендовано при входе и в течение дня контролировать температуру у сотрудников. Значит, тех людей, работники, которые пришли с признаками ОРВИ, чтобы их выводили с организованного коллектива, так же, как это проводится на сегодняшний день в учебных образовательных учреждениях. Также на предприятиях должна соблюдаться личная гигиена. Работодатели должны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами и масками. И тут встает вопрос, где в массовом количестве взять маски. Власти Якутии нашли выход из ситуации, организовав изготовление масок в регионе.
на настоящий момент совместно с Министерством предпринимательства, Министерством здравоохранения будут приняты ряд решений, по которому, соответственно, в республике начнем изготовление масок. Все эти меры, еще раз напомним, правительство республики принимает в целях профилактики. Глава республики еще раз напомнил, что коронавирусной инфекции в регионе нет. Но, тем не менее, усиление противоэпидемических мероприятий должно быть не только в Якутске, но и в Мирнинском и Нерингринском районах, которые также являются входными воротами в республику. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Между тем, авиакомпания «Якутия» уведомила о возврате авиабилетов, оформленных на рейсы Якутск-Сеул, Сеул-Якутск, Якутск-Харбин, Харбин-Якутск. В сообщении сказано об отмене рейсов по указанным направлениям в период с 1 по 30 апреля. К другим событиям сегодня председатель правительства Якутии подвел итоги отчетов правительства в прямом эфире телеканалов НВК «Саха», Якутия-24 и радио ТТ. Он отметил, что члены рабочей группы посетили все районы Якутии, рассказали об итогах прошлого года и определили приоритетные задачи на текущий год. Традицию проведения публичных отчетов правительства заложил 22 года назад первый президент республики Михаил Николаев. Сейчас же для проведения отчетов привлекаются всевозможные средства коммуникации, видеоконференц-связь, социальные сети, интернет-трансляции и так далее. Традиционно публичные отчеты правительства имеют и обратную связь. У жителей региона есть возможность обратиться к членам Кабинета министров с насущными вопросами и волнующими их проблемами. Чаще всего задаются вопросы по основным сферам деятельности. Это образование, здравоохранение, много вопросов о получении и обустройстве жилья. Чуть меньше стало вопросов по дорогам, особенно в центральной части региона, благодаря реализации нацпроекта «Качественные и безопасные дороги». Еще не закончено. Очень много вопросов по транспорту и особенности по доступности авиабилетов. Для нас будет приоритетной задачей в 2020 году совместно с федеральными органами власти проработать механизм субсидирования, который бы позволил нам сократить стоимость авиаперевозок. И могу отметить, что все больше вопросов касаются доступа к сети интернет. Интернет становится обязательным условием, необходимым условием качественной жизни, оказания услуг и развития профессионального. В научно-измерительном пункте воинской части города Якутска сегодня в торжественной обстановке открыли памятник макета спутника ГЛОНАСС-М. Мероприятие приурочено к юбилейной программе 55-летия военного объекта, которую отметят летом этого года. Какие еще мероприятия запланированы в рамках юбилея, расскажет Дмитрий Тимыров. Точный макет 29-го спутника Земли ГЛОНАСС-М, который с орбиты Земли будет передавать данные из космоса, расположился сегодня на территории научно-измерительного пункта в городе Якутске. Сегодня у нас проводится мероприятие по открытию макета космического аппарата второго поколения ГЛОНАСС-М. В честь запуска такого же аппарата, который проводится будет сегодня в 16 марта по московскому времени в 21:23. Данные космические аппараты обеспечивают функцию навигации и являются обеспечением национальной безопасности. Простыми словами, спутник помогает отслеживать передвижение тех или иных объектов. Спутник, который сегодня будет запускаться с космодрома Плесецк, станет 29-м по счету аппаратом, который будет работать на околоземной орбите Земли. Открытие макета спутника, как отметили в воинской части, стало одним из запланированных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Ведь в этом году измерительный пункт будет отмечать 55 лет со дня образования. Измерительный пункт на этот год спланировал 3 больших мероприятия, которые даты юбилейные. В том числе это 75 лет Великой Победы, 55 лет со дня основания самого измерительного пункта и великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову 290 лет в этом году. В связи с этим были составлены планы работ, что мы планируем сделать к этим датам. Вот в частности, открытие макета космического аппарата ГЛОНАСС – это к 55-летию со дня основания 17-го отдельно научно-измерительного пункта. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие школьники микрорайона ДСК, молодые курсанты, а также сами военные. Как отметил военный комиссар Якутска, данное мероприятие является и частью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Освещается для того, чтобы военно-патриотическое воспитание молодежи в городе Якутске было
на наиболее высоком уровне, и чтобы наше подрастающее поколение принимало опыт более старшего поколения и освоению космической науки. Как отметили организаторы, в будущем в рамках юбилейной программы запланированы и другие не менее важные мероприятия. В рамках года патриотизма спланировано и уже обговорены вопросы с администрацией города и правительством республики о том, что также планируем открытие бюста второму космонавту страны, имя которого носит наш главный испытательный космический центр, Герману Степановичу Титову. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Телеэфир нашего телеканала продолжит небольшой блок рекламы, и смотрите далее. Собачий вопрос. В Ленске горожане просят усыплять агрессивных собак. Стал известен график ограничения грузоподъемности на ледовых переправах в Якутии. И дайджест событий Алданского района в обзорном материале наших коллег. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. В Москве сотрудниками полиции и ФСБ пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота. Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Аймиконского района Якутии золотосодержащее сырье. Переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков для под видом принесенных гражданами переплавленных изделий. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. На проблему животных не надо выделять много денег. Советник губернатора Подмосковья по вопросам гуманного регулирования численности безнадзорных домашних животных Илона Броневицкая оценила сложившуюся ситуацию в Якутии с собаками как рядовую. Она призвала действовать в рамках гуманности. Илона Броневицкая приняла участие в заседании круглого стола по вопросам организации работы с безнадзорными животными. Она рассказала, что в Московской области второй год занимается возвратной стерилизацией животных. Налажена работа с исполнителями, которые работают на деньги области, выделяемые в виде субвенций. Животными занимаются юридические лица, имеющие приют. После стерилизации большая часть выпускаются в естественную среду обитания. На заседании подчеркнули, что вопросу обращения с животными в Якутии к концу года будет предусмотрено порядка 86 миллионов рублей. Департамент ветеринарии планирует закупить около 50 тысяч чипов для маркирования хозяйских животных. Было отмечено, что в постановлении республики об установлении правил организации приюта для животных излишне строгие требования. По словам советника губернатора, работа будет оптимальной, если она базируется на частных приютах, которые содержат собак. Она предложила выделять земли и создавать приюты. Надо выходить на контракт, надо работать с тем, что есть. Или эти собаки будут быстро размножаться. Я уже не раз говорила, эта работа очень напоминает вычерпывание воды из лодки. То есть надо вычерпывать быстрее, чем она поступает. Вот и весь простой закон. Сегодня были у главы республики Александра Сергеевича и тоже этот вопрос обсуждали. И уже есть поручение создать общественный совет, в том числе куда включить и общественников, и все органы, конечно, должны присутствовать в этом общественном совете. Но небольшой общественный совет, но рабочий. Однозначно рабочий, который бы и как раз выработал пути решения проблемы, которые сегодня мы обсудили, наметил дальнейшие планы действий. Проблемы с собаками решают и в Ленске. Горожане настаивают на усыплении агрессивных особей, несмотря на прямой запрет таких действий закона. Также они высказывали недовольство дорогостоящим содержанием собак в приюте. За минувшие 2,5 месяца 2020 года некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты», которая с октября прошлого года занимается отловом и содержанием животных в приюте, поймала 52 собаки, когда холодные вольеры вмещают не более 12. В свете последних событий, произошедших в Якутске, жители Ленска были еще больше взволнованы, и Общественный совет Ленского района подготовил письмо президенту страны с просьбой наложить мораторий на новый закон, регламентирующий отлов безнадзорных животных. Председатель Общественного совета выступила на собрании и обратилась с просьбой к главе Ленска в оказании помощи в сборе подписей. Мы действуем
действуем согласно законодательству. Вот так закон есть, мы его и придерживаемся. У нас есть собаки, как уже сказали, 12 штук, которые мы не выпускаем. Кто-нибудь подумал, как они содержатся и за чей счет? За наш. 1 400 000 сейчас идет в тендере закупка, пока мы еще в ней не участвовали, до конца года. 1 400 000, раскидайте на 10 месяцев, это по, сколько нам получается, 140 000 в месяц. Учтите, что на 1 400 000 не отработаем мы. 900 000 это вообще будет край. К другим темам. Почти 7 тысяч человек получат жилье по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году. Об этом заявили в Минстрое Якутии. На эти цели в регионе выделят порядка 8 миллиардов 200 миллионов рублей. За счет них планируется ликвидировать около 118 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что составляет почти 2900 жилых помещений, в которых проживает порядка 7 тысяч человек. Россияне смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Пособие начнет выплачиваться с 1 июля нынешнего года. По словам министра, ранее для назначения пособий и выплат гражданам приходилось самостоятельно доказывать нуждаемость и подтверждать доход. Теперь, как ранее сообщил Минтруд, семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде через портал госуслуг или обратиться в МФЦ или в Собес. Весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия. Якутия начинает поэтапно снижать грузоподъемность на ледовых переправах. Уменьшать тонны, разрешенные для проезда, начнут в конце марта. Какова сегодня ситуация на зимниках, знает Саргалана Неустроева. Ежегодно жизни тысячи жителей республики подвергаются опасностям на зимних переправах. В целях предостережения граждан сотрудниками МЧС и управлениями дорог ежегодно принимаются уже традиционные меры – инструктаж водителей, патрулирование, а также ограничение грузоподъемности. На каждой переправе установлен знак с допустимой грузоподъемностью льда. Однако на некоторых переправах не установлен пункт весового контроля, поэтому работа по усмотрению мер предосторожности лежит на совести самих водителей. И кто-то эти меры соблюдает, а кто-то в прямом смысле полагается на Божью помощь. Во-первых, я стараюсь переправляться непосредственно, когда открыта ледовая переправа. И, как вы заметили, в несанкционированных местах. То есть я стараюсь избегать эти места. И всегда там, где разрешено. Санкционированные, несанкционированные все равно испокон веков ездили и будут ездить. В прошлом году 4 людей погибло на несанкционированных переправах. Но это воля Божия была. С такими божьими экстремалами не церемонятся. За переправу в неположенном месте полагается штраф от 3000 до 1 000 000 рублей. И даже несмотря на очевидную опасность и угрозу административного правонарушения, люди продолжают рисковать. Мы ведем статистику конкретно по гибели, людей. К сожалению, такие 2 случая у нас были. Это, в прошлом году на переправе через реку Лена по направлению Хатас-Павловск погибло 2 человека. И в Жиганском районе, когда из Булуна в Якутск ехали машины, и, к сожалению, также провалилась машина, и погибла семья, тоже 2 человека, муж с женой. Уже с 26 марта на переправах Якутск, Нижний Бестях и Хандыга Мегина-Алдан планируется запретить проезд автомобилей общей массой свыше 30 тонн. Далее с первых чисел апреля вес допустимой грузоподъемности будет снижаться, а примерная дата закрытия переправ – 16 апреля. На территории республики на сегодняшний день функционирует 51 ледовая переправа. Из них 6 федерального, 5 республиканского и 40 муниципального значений. В связи с погодно-климатическими условиями весеннего времени года, повышением температуры наружного воздуха, существуют риски провалов людей и техники под лед. Сроки понижения тоннажа и закрытия могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют водителям соблюдать все правила ледовой переправы. Ведь сэкономленные несколько минут могут стоить вам целой жизни. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск.
В Нерингре возрождают традиции семейного чтения. В библиотеке первой гимназии родители пятиклассников рассказали детям о любимых книгах и прочли запомнившиеся отрывки. А поскольку в этом году вся страна отмечает 75-летие Великой Победы, темой встречи стали книги и о войне, рассказывает Тамара Игнатьева. Это книга моей мамы. Называется «4-я высота». Многих тогда советских школьников тронул рассказ о жизни и судьбе смелой девушки Гули. Но и нынешние с большим интересом слушали историю этой книги. Родители ребят делились впечатлениями о прочитанных в детстве книгах на тему войны. У кого-то это «Улица младшего сына», у кого-то «А зори здесь тихие». Ребята очень внимательно и с большим интересом слушали истории о войне в пересказе своих мам и пап. Мне понравилось произведение «4-я высота», потому что там очень смелая девочка, и она была такая прям смелая и мужественная. Вообще мне все понравилось, но я хочу именно «Зори здесь стихи» прочитать. Я хотела бы прочитать книгу, о которой рассказывала Лизина мама, потому что она мне очень понравилась, она очень интересная. Называется «А зори здесь стихи». Мне после этой встречи понравилась книга «4-я высота», я ее хочу прочитать. К сожалению, уходят из жизни ветераны, живые свидетели той страшной войны. Но остались на память поколениям вехи истории, запечатленные на страницах книг. Перелистывая их, мы вспоминаем военные годы, жизнь в тылу и солдатские будни. В конце нашей встречи вспомнили слова Эдуарда Успенского, который говорил, что если хочешь встретить человека, который прочитал 1000 книг, то начинай читать. И надеюсь, что сегодня мы именно в 5 А-классе начали этот отсчет. Такой формат встреч проводится гимназией не первый раз и уже доказал, что традиции семейного чтения еще живы. А первая и самая главная задача совместного чтения книг – помочь установить и укрепить связь между родителем и ребенком. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моим коллегам.